Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. Я Марфирина Алексеева в программе News on Air. Сегодня я расскажу о наших знаменитых косплеерах и о новых световых проектах, о активном отдыхе в виде адаптивного керлинга жителей Момского района, а также мы с коллегами расскажем вам о хоккее в валенках и еще о многом-многом другом. Поехали! В соцсетях распространилось видео с танцующим самураем в якутском стиле. Это новое творение косплейщиков Just Ayal. Помимо этого костюма команда создала еще ряд подобных костюмов, в которых ребята планируют объездить всю Якутию и показать настоящее диодное шоу. В программе будут участвовать и другие герои. Это Дэдпул, Железный Человек, Человек-паук, Веном и любимые узнаваемые герои мультфильмов. Я пообщалась с косплеерами, побывала у них в мастерской и узнала некоторые интересные подробности. Предлагаю вам послушать. Здравствуйте, Олег. Вот сейчас в соцсетях сегодняшнего дня набирает популярность видео с такими танцующими людьми, роботами, да, со светящимися такими гранями. И как сказано, что это ваше первое, так вы написали в Фейсбуке, да, это ваше первое такое весомое творение. Почему первое? Ведь так много крутых костюмов, или вы сюда пришли недавно? Да, я сюда пришел совсем недавно, то есть я работаю чуть больше месяца, то есть сравнительно недавно. Вот, у нас уже было световое шоу, но мы его, сам Just Ayal сделал с напарником, это костюмы штурмовиков были. Вот, мы в них танцевали, вот, и, получалось, что они были не очень подвижные, не для танцев приспособленные и достаточно душные. Вот, когда мы приехали после гастролей по селам, которые мы устроили, приехали сюда, и я решил сделать костюм, который будет непосредственно уже будет создан для танцев, чтобы не ограничивались движения, и чтобы эффект от светодиодов тоже остался в полном объеме. Было решено сделать якутские узоры, было такой, в голове был якутский, самурай, да, у которого будут доспехи, так скажем, божественные, с узорами якутскими, чтобы это было все красиво. Вот. То есть такой будет боевой, так скажем, косплей. Вот сейчас мы находимся именно в вашей мастерской, и мы вас застали как раз-таки за тем, как вы делали этот костюм. Давайте немножко продемонстрируем, покажем и расскажем, что за материал и как он вообще делается. Так, материал основной у нас эвофом. В дальнейшем мы уже будем работать непосредственно с одеждой, которую будем брать. В случаях косплея эвофом – это основной материал, из которого делаются все составные части. И последний вопрос. Вот вы сказали, мы ездили со световым шоу, то есть вы, получается, и создаете, и сами танцуете, или я ошибаюсь? Да, сейчас, получается, первые у нас пилоты, они были непосредственно нашей командой, то есть мы сами ставили какую-никакую хореографию, пытались танцевать. У нас было выступление уже в в Сунтарах, в Амге, в Барагонцах. Вот, и там у нас было просто первое пробное, но уже 16 числа у нас будет в Сергеляских огнях, там у нас уже будут танцевать профессиональные танцоры. Вот, и мы, собственно, для них делаем эти костюмы, чтобы они уже не ограничивали себя, так скажем. Последний вопрос не получился. Вытекая следующий. 16 числа вы сказали, будет какое-то световое шоу, да? Немножко подробно, коротко точнее, да? О том, что за шоу, что ждать людям. Так, это будет шоу с нашими героями. Там у нас будет Дэдпул, Веном, Железный Человек, Спайдермен, Звездный Лорд. То есть это будет такое представление в виде сказки, которое будет рассказывать Дэдпул. Также, не знаю, стоит ли об этом говорить, буду играть Дэдпула сам я. Вот, и где-то в этом промежутке мы поставим световое шоу, где у нас выйдут уже наши световые рыцари. Вот, это будет 16 числа в Сергеляских огнях. Спасибо вам большое и удачи, успехов в дальнейшем в вашем творчестве. Все, наверное, слышали о таком нашумевшем проекте, как кукла из известного корейского сериала «Игра в кальмара». Кстати, был выполнен также этой же группой Just Ayal. Как заметили многие пользователи соцсетей, оказывается, черты лица куклы очень схожи с чертами якутской девушки. Мы решили прояснить этот момент, специально он выполнен или так получилось. Это специально? Да, это специально, да, задумка такая. Мы же это видим, картинку, как она, да. Слишком глаза большие, там, нос ближе к глазам. И мы сделали более такие щечки румяные, да, чуть-чуть побольше.
более-менее похожи на якутские, но не стали сильно делать так. Ну, заметно, когда покраска началась, там было уже видно, то, что очень похоже на якутский. Так, перемешку, когда смотришь сбоку, то сильно не похоже, а так, когда вот спереди видишь, что это вообще якутская девочка. Это ваша была идея? Или это был заказ? Нет, это была моя идея. Просто я хотел с кем-то этот проект сделать, с какой-нибудь организацией. Поэтому я предложил Росомол. Ну, я пошел туда сразу, первый раз, потом они сразу согласились. Сказали, что эта идея нам очень нравится. И мы совместно это сделали. Тем более у них третий этаж, вот место, где этот роса, да, там высота 6 метров, поэтому кукла ровно вмещается. И проект был идеально для этого места. Вписался. Да. И тем более люди ходят и будут фотографироваться, это бесплатно, поэтому мне кажется, это супер. Вот, мы чем занимаемся, круто то, что люди могут в реальности увидеть это все. Да, вот посмотрели, например, в кино или в сериале, и потом бац, у них в городе там якутске находится где-то. Да, мне кажется, это круто такое вот так потрогать чуть-чуть и сфоткаться в реальности. Все так же о событиях интересных, которые происходят у нас в Якутии и соцсетей. По пути из Момского Улуса жители Якутии встретили на дороге рысь и сняли очень эмоциональное видео, где на якутском языке восхищаются и поражаются размерами зверя. Еще бы увидеть такое зрелище выдается далеко не каждому, особенно в Якутии. Кстати, жители Момского Улуса очень оригинальны в развлечениях на свежем воздухе. Керлинг и гольф на льду. Вы можете его увидеть и поиграть в него только в Момском Улусе. Наши коллеги посмотрели, поиграли и расскажут вам подробнее об этом виде спорта. В местности Соболах есть уникальная местная забава. Жители эту забаву ждут с нетерпением каждый год. Каждую весну они выходят на лед. Почему? Для того, чтобы поиграть в хоток-керлинг. Хоток-керлинг – это авторский проект Владимира Хабарова. Благодаря этому проекту сюда съезжает очень много народу, туристы, путешественники и играют в очень забавную игру. Жители села Владимир Хабаров с меркаля керлинга идет рисовать метки. Для того, чтобы поиграть в керлинг на реке Индигирка, много не надо, говорит организатор, главный идейный вдохновитель керлинга в Момском районе Владимир Хабаров. Автор проекта отмечает, все материалы из подручных средств, а главное, где есть лед, там и играют. Камни называется это для керлинга. Они с лиственницы. Мы через токарный станок сделали этот камни. А вот этот круг называется, средняя эта кнопка называется. И там расстояние, всякие еще украшения бывают. Флажками, линия бывает. Несколько лет назад Владимир Григорьевич задумал свой авторский проект. Энтузиаст своего края, недолго думая, сделал игровые камни, расчистил лед на реке, нанес разметку и провел одну игру в местности Соболах. С тех пор все начали играть. Дом на дом, деревня на деревню. Теперь на всех праздниках на льду кипят нешуточные страсти. Играют все, от мала до велика. Благо льда здесь много, шутят сами жители. Ажиотаж сильнейший. Теперь в керлинг играют во всем Момском районе. Владимир Хабаров отмечает, доступность спорта – главная идея его проекта. Конечно, есть интересные задумки. И еще после хату-керлинга вот у нас появился гольф на льду. Ага, и вот тоже очень забавная и вот эта азартная игра. И вот с каждым годом вот Владимир Григорьевич, да, все добавляет, все придумывает новые. И гольф. А потом после вот гольф на льду, и еще так он хочет сделать вот не гольф, а бойлинг на льду. Однако изготовление камней – дело нелегкое. В профессиональном спорте один такой камень стоит почти 15 тысяч. Благодаря золотым рукам мастера Владимира Григорьевича камни из лиственницы почти как в профессиональном спорте. Лиственница со временем твердеет и становится очень тяжелой. Мастер шлифует каждую заготовку, особенно скользящую часть. Для ручек устанавливаются еще крепежи, чтобы они не выступали за границы камня и центр тяжести был по центру. Когда вот вы смотрите, что люди играют, приходят, отдыхают, вам на душе хорошо? Конечно, хорошо, потому что все любят эти игры.
Хото-керлинг – веселое и азартное развлечение для любого праздника, который сплотит любой коллектив и развлечет приезжих гостей. А туристов в Омском районе в это время немало. Участники соревнований отмечают, благодаря энтузиасту Владимиру Хабарову, керлинг на реке Индигирка – это не только спорт, но и отличный отдых. Ирина Григорьева, Георгий Григорьев, село Ханум, Омский район. Если жители Момы играют в керлинг, то работники столичного водоканала решили вспомнить свое советское детство и сыграли в хоккей в валенках. Уверена, что многие из вас не понаслышке знают об этом виде игры. Вместо льда – снег, вместо шайбы – теннисный мяч, вместо коньков – валенки. В остальном же хоккей в валенках от обычного хоккея не отличается. Та же страсть, тот же азарт, та же радость от каждого забитого гола. Идея проводить турнир в рамках спартакиады предприятия появилась в прошлом году. Главный посыл – окунуться в далекое детство, когда многие из сегодняшних игроков, будучи детьми и подростками, собирались во дворах, надевали валенки и устраивали свои ледовые баталии. Однако статус официального турнира среди коллективов водоканала выводит игру на более серьезный уровень. Если в прошлом году за титул чемпионов боролось 4 команды, в этом их стало 5. Да и за год команды усердно поработали над уровнем своей игры. Наша команда АУП, административно-управленческий персонал, в принципе, рассчитывали мы, что все будет легко и просто, как в прошлом году, потому что мы заняли 2 место, в достойной игре, уступив тогда ремонтно-механическому цеху, который заняли 1. Ну а в этом году команды, во-первых, подтянулись, очень все неожиданно, то есть какие-то неожиданные результаты игр. Грубо говоря, 1 команда со 2 играет с разгромным счетом, ее выигрывает, 3 играет со 2 впритык, то есть на равных уровнях. И казалось бы, 1 должна выиграть 3, а нет, 3 выигрывает 1 тоже с разгромным счетом. То есть такой, скажем так, камень, ножницы, бумага, не угадаешь, кто победит, все очень непредсказуемо. Не обошлось и без неожиданностей. Одна из них – игра между командами станции биологической очистки стоков с работниками административно-управленческого персонала. Игра закончилась с разгромным для 2 команды счетом, а уже на следующий день проигравшие показали достойную игру против фаворитов турнира команды ремонтно-механического цеха. В основное время команды сыграли в ничью 5-5. Однако из серии после матчевых буллитов победителями вышли фавориты. Ежегодно турнир проводится в первые недели апреля, а на игры допускаются команды, состоящие из работников того или иного цеха или подразделения. Однако к концу этого года в предприятии планируют организовать настоящую лигу по хоккею в валенках. Все это ребятам были обговорено. После этих соревнований мы придем, скажут свой ответ. Но вроде ребята как не против, готовы. Именно создание регулярного. Да, именно регулярного сделать, то есть с октября месяц. Ну а по итогу этих соревнований команда АУП заняла 3 место, на 2 ступени пьедестала расположились игроки СБОС. Чемпионами стали работники ремонтно-механического цеха. Но главное, что все участники получили непередаваемые эмоции и очевидно, что смогли, хоть и ненадолго, окунуться в детство. В Якутии состоялось еще одно важное спортивное событие. В селе Бердигистях горного района торжественно открыли уникальный стрелковый комплекс, а как мы знаем, якутяне славятся меткостью и талантом в стрельбе. Мы вам покажем, насколько этот объект действительно масштабен и уникален. Огромный стрелковый комплекс, не имеющий аналога в Якутии, спроектировали специально для 21-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары» в Бердигистяхе. Уникальный объект построен по проекту Якут-Агропромпроекта, генеральный подрядчик «Капитал». Комплекс «Берген», что с якутского означает «меткий», находится в самом центре села Бердигистях, рядом со школами, социальными и культурными объектами, что делает его удобным для посещения. Новый спортивный комплекс состоит из 2 отдельно стоящих зданий. В универсальном комплексе находятся галереи для стрельбы из малокалиберного и пневматического оружия, 2 учебных класса, интерактивный тир, тренажерное и все необходимые для занятий помещения. Одновременно здесь могут тренироваться 80 человек. Сегодня тут занимаются спортсмены под руководством тренеров Николая Егорова, Герасима Дьяконова, Константина Бурцева.
Здесь также предусмотрены комнаты для детей с ограниченными возможностями здоровья. Берген стал третьим в Дальневосточном федеральном округе и единственным в республике специальным стрелковым комплексом. Жители горного района уверены, что новый универсальный стрелковый комплекс станет центром здоровья, развития спорта, а для кого-то первым шагом к олимпийским медалям. Ну что ж, на сегодня это все. Встретимся завтра в это же время. Ведь завтра знаменитые фотографы Якутска расскажут специально для зрителей News on Air о самых эффектных локациях для шикарных фотосессий. До встречи в эфире.